Абрек Тавболот был родом из древнего Курчелоя. Его отец, которого звали Сулим, был в свое время мюридом Шамиля и погиб в одном из многочисленных сражений Кавказской войны. Родившись в военное лихолетие, приблизительно в 30-е годы XIX века, ему с лихвой пришлось испытать все тяготы и лишения драматичной и суровой на тот период жизни чеченского общества, что в конечном счете сделало его самым настоящим стоиком. Царизм, опутав горцев подобно спруту системой укреплений и просек, брал не только одной лишь прямой военной экспансией, но и измором. Была запрещена торговля не только с соседними народами, но и между различными уголками самой Чечни. Картина бедствий народа, как писал военный историк подполковник Богуславский, была ужасающей. Цитата: «Они построили себе землянки, в которых и жили как звери, пребывая в нищете и умирая от голода. Довершали дело постоянные экзекуции и набеги царских войск и казаков. Чтобы не умереть голодной смертью в этот сложный и полный противоречий период, со всей Чечни собирались лихие наездники и отправлялись в набеги на казачьи станицы и войсковые кордоны. Отгоняли у противника скот и лошадей и угоняли его в горы. В их ряды и влился Тавболот, который благодаря лихости, удали и везению стал известным в народе Абреком. После завершения Большой Кавказской войны со второй половины XIX века предприимчивые курчелойцы перегоняли лошадей для продажи в Грузию. Так, высокогорный Кистинский аул, Шатили и ряд близлежащих сел являлись не только пограничными между Грузией и Чечней, но и были родственны между собой. К примеру, хевсурские общества Архатиопе и Шатили говорили на диалекте кистинского, чеченского языка. Название Шатили с чеченского переводится как «страна ледников», а тамошних горцев называют шедолой, то есть жители ледников. Там, в Шатили, и нашел Абрек из верных друзей, с которыми наладил дружеские отношения. Особенно сблизились Хевсур-Шата и Тавболот, которые стали самыми настоящими кунаками. Его друзья из Шатили помогали Тавболоту при перегоне лошадей через горные перевалы. С тех пор торговые походы курчелойцев в Шатили стали регулярными, а их связи, помимо человеческих уз дружбы, переросли во взаимовыгодные экономические взаимоотношения. Тавболот был набожным человеком. В поисках ответов на непростые жизненные вопросы он однажды пришел к большому чеченскому эвлия Баматгирею Хаджи Митаеву из Автуров и стал его мюридом. Их земная дружба с этого момента продолжалась до тех пор, пока Тавболот не покинул сей бренный мир. Овда засватал за его сына Шату, названного в честь друга Хевсура, красавицу Автуринку, с которой тот прожил счастливую семейную жизнь. Вскоре и сам Тавболот вернулся к мирной жизни и начал разводить лошадей, которых также продавал Хевсурам. Тем не менее, по настоянию друзей, Тавболот отправился в последний, как он предполагал, набег за Терек. В набеге Тавболот с друзьями наткнулись на небольшой казачий сторожевой отряд. Произошла стычка, в которой Абрек был тяжело ранен и остался без правой руки. Несмотря на рану, он скрылся от преследования, прихватив отрубленную руку, и добрался до чеченского аула, в котором его принял старый товарищ. В гостях он пробыл 3 дня и, осознавая, что его ищут, не желая подвергать друга опасности, тяжело раненым под покровом ночи, ушел в горы. Спустя некоторое время Абрек погиб от полученных в последнем сражении ран. Сохраненная им же в плавленном воске рука после смерти Абрека была захоронена с его телом.